Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Специалисты Тульского спасательного центра в количестве 100 человек прилетели сегодня утром. Жительница Красноярска, чтобы помочь Якутии в борьбе с пожарами, продает воздух. Расскажем об этом подробнее. Выплаты на первого и второго ребенка с октября будут переводить на карту МИР. Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» совершил жесткую посадку в районе Курильского озера на территории Камчатского края. По данным ведомства, на борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. По предварительным данным, в результате поисково-спасательной операции спасено 8 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что упавший вертолет был осмотрен перед вылетом и не имел технических неполадок. Но посадка осуществлялась в условиях тумана. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В огне лесного пожара трагически погиб тракторист, работник одного из дорожных предприятий Элбаги Агасиевич Игитян. До выезда в Чурапчинский улус он работал при тушении лесного пожара в Горном. Свои соболезнования родным и близким погибшего выразил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что семье Игитян будет оказана помощь. Также глава подчеркнул, что обеспечение безопасности всех, кто работает на тушении пожаров, первоочередные условия и ответственность руководителей противопожарным и работами ведомств. Мы выражаем глубокое соболезнование его родным и близким. Конечно же, мы предпримем все меры для оказания помощи семье пострадавшего. Вместе с тем, надо понимать, что безопасность людей на пожаре – это главное условие при работах по тушению. И здесь ответственность руководителя тушения пожаров и руководителя непосредственно тех ведомств, которые проводят работы по тушению пожаров, очень велика. Особенности это касается добровольцев, людей, которые не обладают профессиональными знаниями по тушению пожаров. Здесь будет проведено соответствующее расследование, но вместе с тем хочу еще раз подчеркнуть, что мною дано поручение, чтобы профессиональные наши спасатели, профессиональные лесопожарные проводили вот как раз полный инструктаж, в первую очередь для добровольцев, которые тушат пожары. Добровольцы у нас есть, на сегодняшний день порядка 300 человек, вот сегодня прямо работают на тушении пожаров в республике. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил во время сегодняшнего брифинга. Также глава рассказал, принято решение о том, что сезон охоты будет отложен до снятия режима ЧС в лесах. Сейчас совсем не то время, чтобы охотиться, отметил Айсен Николаев. Также во время брифинга глава сообщил, что 150 миллионов рублей выделено по госпрограмме развития Дальнего Востока для закупки тяжелой техники, тракторов ДТ-75 для работы к следующему лесопожарному сезону. В целом лесопожарная обстановка в республике остается напряженной. В настоящее время в Якутии действует 168 лесных пожаров на площади 4 миллионов 17 тысяч гектаров. Принимаются меры по тушению 63 природных пожаров. За последние сутки локализовано 7, ликвидировано 13 и обнаружено 9 новых очагов. На расстоянии менее 5 километров от населенных пунктов действует 14 лесных пожаров в Намском, Горном, Усть-Алданском, Кобяйском, Татинском, Тампонском, Чурапчинском и Верхневилюйском районах. Вчера на территорию Республики Саха-Якутия прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС России в количестве 200 человек. Мы вчера распланировали доставку и направление дополнительных сил. 50 человек направили на пожар номер 23 Намского улуса, они уже доставлены. 50 человек в Чурапчинский улус, 50 человек в Горный улус, 25 человек Кобяйский улус, 25 человек Хангаласский улус. Сводная инженерная рота Министерства обороны России в составе 128 человек и 17 единиц техники ведут работу в Горном и Намском улусах.
Самолет Ил-76 МЧС России со вторым эшелоном спасателей прибыл из международного аэропорта Жуковский сегодня утром. На борту 100 специалистов Тульского спасательного центра МЧС России. Группировка уже разъехалась на тушение пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона. Аэромобильная группировка Тульского спасательного центра совершила марш с пункта постоянной дислокации в аэропорт Жуковский для дальнейшего выбытия в республику для борьбы с лесными пожарами. Аэромобильная группировка насчитывает 100 человек личного состава, также шансовый инструмент, трансовые огнетушители и полностью готовы для автономного проживания в течение 10 суток. А в Мирнинском районе пожаров стало меньше, но в соседних районах сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Специалисты авиалесоохраны, которым наши коллеги наведывались 1,5 недели назад, все еще находятся в Сунтарском районе. И за время работы в лесу спасатели сами стали журналистами, пишут тексты и снимают видео. Смотрите сами. Прокатиться по тайге с ветерком заманчиво, но не сегодня. Огня на этой местности хоть и нет, есть его следы. Вместо густого зеленого леса, черный, выжженный. Пробраться сюда, как и во многие точки Якутии, на обычной колесной технике не выйдет. На помощь пожарным приходила техника, гусеничная машина. Она легко пересекает болото, карабкается по зарослям и может проложить себе маршрут. С появлением МТЛБ на кромке пожара возможности даже небольшой группы лесных огнеборцев увеличиваются в разы. Мы можем охватывать большую площадь кромки пожара, да, перемещать какие-то грузы. Вот одна танкетка берет груз на себя, значит, на борт, гораздо больше, чем, допустим, переброска вертолетом. Евгений Непогожев не пожарный, предприниматель, но на огненном фронте работает каждый год. С 2013-го мужчина сотрудничает с Якутлесресурсом и считает это уже не просто способом заработка, а образом жизни. Вот сейчас мы находимся в Сунтарский район, да, здесь практически отсутствует вода. Без воды люди не могут, например, отрабатывать кромку. И 7-10 километров им нереально просто быть без воды. И мы оперативно доставляем их на место пожара и тоже подвозим воду. Но не только профессиональные пожарные и предприниматели озабочены тушением леса. Местные жители, уставшие от дымовой завесы, помогают тем, кто на кромке, чем могут. Наши женщины собрали, вот привезли. Уже вторую неделю смогом дышим, дымом, сами понимаете. И вообще, это же как бы наше богатство, лес. Горит каждый год. Нынче совсем уже рекорды побили, конечно. И это уже никакого предела, по-моему, не видно. Дай бог, вот дождь пошел. Вопреки дождю они по-прежнему в лесу, домой не едут. А вдруг снова вспыхнет? На гусеничной машине проехали сотни километров. Труд, говорят, не из легких, но ради чистого неба готовы работать. Кристина Каширина, Евгений Непогожев, Валентин Шлык, телеканал «Алмазный край». Тем временем со вчерашнего вечера изменение направления ветра принесло в столицу региона дым с лесных пожаров из Намского улуса. Сегодня в городе Якутске преимущественно без осадков. Смог и ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Задымление будет наблюдаться в городе Якутске, а также в отдельных населенных пунктах Центральной, Заречной и Вилюйской группе улусов. В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. Несмотря на сильную задымленность, аэропорт Якутска работает в штатном режиме. Метеорологическая видимость составляет 650-700 метров. На текущий час аэропорт обслужил 12 рейсов по центральному расписанию, 11 рейсов по местным направлениям. Аэропорт работает по фактической погоде. Возможны корректировки расписания полетов из-за ограничения видимости, в том числе по метеоусловиям в аэропортах назначения. А между тем, с Усть-Кута до Жиганска судам приходится работать в сложных условиях из-за плохой видимости. На верхнем участке реки Леность ситуация осложняется задымленностью. Судоходство на реке Вилюй прекратили из-за обмеления уровня воды в реке ниже проектных значений. Также наблюдается снижение уровней воды на реке Яна, где задействован мелкосидящий флот с минимальной загрузкой. Как отметили в пресс-службе Ленского пароходства, в целом доставка грузов осуществляется в плановом режиме.
Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики выявили 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших сохраняется в Якутске – 76 случаев, в Мирнинском районе – 15 случаев, в Уймиконском районе – 11, по 7 случаев заражения в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. В Алданском районе за минувшие сутки выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции, в Чурапчинском – 4. Еще в 12 районах республики зафиксировано от 1 до 3 заболевших. Государственные ежемесячные выплаты гражданам по случаю рождения или усыновления первого и второго ребенка с 1 октября этого года будут переводиться только на карты МИР. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале. Также для получения ежемесячных выплат должно соблюдаться условие, что и ребенок, и заявитель являются гражданами России. Последний при этом должен постоянно проживать в Российской Федерации. Пособие назначают не на 3 года сразу, а только на 1. И когда ребенку исполнится год, нужно повторно подать заявление. То же самое потребуется и по достижению возраста 2 лет. Красноярка Дарья молодых, чтобы помочь Якутии в борьбе с пожарами, продает воздух. Открытки с надписью «Воздух» графический дизайнер распространяет через соцсети и вырученные средства перечисляет на счет добровольцев Якутии. Жители Красноярска и других регионов страны охотно отозвались на необычную инициативу девушки и не только покупают открытки, но и перечисляют более крупные суммы на помощь добровольцам. При этом сам Красноярск в эти дни тоже накрыло дымом от горящих лесов Якутии. Это очень маленький вклад, но я решила нарисовать эти открытки, чтобы, во-первых, проинформировать людей, чтобы они знали, что как можно помочь Якутии, как можно помочь тем, кто борется с пожаром. Воздух стал, правда, ценностью, которую можно уже покупать и продавать, за которую надо бороться. Казалось бы, нет ничего естественнее, чем воздух, но его-то как раз мы лишены практически во всей Сибири. Сейчас нет этого воздуха. Вся Россия с вами, все очень переживаем, очень хотим, чтобы скорее все уже наладилось. В Нерюнгри на открытой площадке стадиона «Горняк» огнеборцы показали свои навыки, скорость и ловкость в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие команды из всех подразделений Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона, за исключением государственной противопожарной службы, так как ее бойцы в данный момент работают на тушении крупных пожаров в республике. По итогам соревнований в командном зачете победила 2-я пожарно-спасательная часть по охране поселка Беркакит. Эти соревнования предназначены для того, чтобы повысить мастерство, повысить навыки работы с пожаротехническим вооружением, работу сплоченности коллективов, с тем, чтобы в реальных событиях мы могли быть спокойным за личный состав, который выполняет боевую задачу по тушению пожаров и спасанию людей. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.